последний музыкальный дивертисмент в нашем сегодняшнем вечере, где выступают супруги Гульчачак и Талгат Хасеновы. О них я уже говорил вам. Давайте полюбуемся и поудивляемся их искусству. Прошу. Добрый вечер, Ахат. С днем рождения вас, здоровья, счастья, долголетия. И сейчас хотим подарить песню. Песню из 60-х годов. Написала ее Жан Татлян. И музыка, и стихи Жана Татляна. Чудеснейшая песня, такая же прекрасная, как и сам Жан Татлян. «Уличные фонари» с наилучшим пожеланием ко всем сидящим в этом зале. Талгатова пригласить сюда на середину, чтобы, а то он как рояль в кустах с флейтой.
И прозвучит не менее популярнейшая, любимейшая всем миром композиция «Полет Кондора». А я поработаю микрофонной стойкой. Ирика, еще один номер для вас сейчас. Ну, поскольку мы татары, конечно, очень хотелось бы спеть на своем родном языке татарскую народную песню в обработке Талгата, Талгат-аранжировщик. Умурзаян.
Владик, ты с флейты сюда выйдешь ко мне? Есть? Ну, пока пауза возникла, разрешите вас пригласить? Сейчас проходит по Москве множественные фестивали, и на Новом Арбате по адресу Новый Арбат, дом 21, проходят музыкальные литературные салоны. И мы будем там со своей командой, со своей группой, живым составом представим программу 50-х годов, осенние встречи из цикла «Мы из СССР». Прозвучат песни и стихи лучших поэтов 50-60-х годов. Поэтому приходите 13 сентября к нам на сцену «Букинист». Ну, давай чулпан. Богат, что есть? Включай. Давай. Идешь? Аппарат капризничает. Сейчас, секундочку, извините за возникшую паузу. Дорогие друзья, тут небольшая техническая задержка. И пользуясь этим, вы знаете, среди Мухамедовых, я имею в виду Мухамедовых моего, так сказать, рода, самый старший это я, а второй после меня сидит здесь мой двоюродный брат Владимир Мухамедов. И вот я думаю, что будет правильно, если мы предоставим ему слово. Тем более, понимаете, у нас происходит смешение конфессий. А хоть я мусульманин, его отец, мой дядя, мусульманин, а мать его русская. И вот Володя, он является православным священником. И дадим ему слово. Володя, пожалуйста. Его приход в Наро-Фоминске очень пользуется большим уважением. Тут нет, в принципе. А почему не сюда? Дорогой Ахат Газизович, дорогая Наталья Юрьевна, дорогие друзья, очень трудно поздравлять поэта, потому что после стихов, музыки и пения слова в прозе могут показаться серыми и скучными. Поэтому я тоже постараюсь свое поздравление вставить поэтические строчки одного достаточно молодого, известного и, надеюсь, талантливого и, надеюсь, с большим будущим поэта. Мне лишь, ну, то, что касается цифр, мы немножко потом подкорректируем. Они, может, в данном случае немножко не совпадают. Мне лишь трижды 25, полон воли в жизни. И с друзьями я опять на земле отчизны. Так ликуй, моя душа, радуйся мгновением. Снова молодость пришла в таинстве, в тайне единения. Это стихи были написаны к прошлому юбилею. Сегодня мы отмечаем уже 4 20-летия Ахата Газизовича. И вот за эти 5 лет можно отметить, что Ахат Газизович помолодел ровно на 5 лет. Поздравляем, Ахат, дорогой, с вечно молодым жизненным задором. В одной мудрой древней книге сказано, что есть человек. Дни его, яко цвет травный, скоро отцветает. Дней же его 70 лет, аще же в силах, если же в силах 80 лет. Это было написано 3000 лет назад. То есть вот 3000 лет назад 80-летний возраст был указан как некий предел, исключительный предел человеческой жизни.
Ну, после 3000 лет развития цивилизации, конечно, мы надеемся, что медицины, культуры, науки и всего прочего, надеемся, то есть должны были бы надеяться, что возраст 80-летний уже должен стать средним возрастом человеческой жизни. И вот Ахат Газизович является примером и доказательством того, что это действительно так. К сожалению, примером не очень распространенным, редким, исключительным примером, но тем не менее. Вот. Я думаю, что именно порыв души, его увлечение, эта страстность, она позволяет и телесные какие-то недуги, немощи преодолевать, и тело является послушным орудием для горящей интересом к жизни и к творчеству души. Еще раз процитирую одного известного поэта. «Уж осень, время золотое, и много несовершенных дел. Всевышний, дай мне промедление исполнить то, чего хотел». Вот хочется пожелать исполнения этого желания Ахата Газизовича, чтобы Господь ему дал многие лета творческой, интересной, яркой жизни на пользу людям, быть таким светильником. Поэтическое служение вот в русской, российской культуре, оно, конечно, особенное. Поэзия есть то, что под покровом суеты и повседневности открывает нам тайну, смысл и красоту жизни и мироздания и человека. И вот Ахат Газизович избрал это высокое поприще для своей жизни, своим увлечением, своим жизненным определением. И дай Бог ему достичь тех высот поэзии, о которых говорил Пушкин, что поэт, он должен быть сродни пророку, который должен сжечь глаголом сердца